Поезд Победы прибыл в Ингушетию сегодня в 5 утра. Единственный в мире музей с эффектом полного погружения. Это не просто поезд, а возможность совершить путешествие на несколько десятков лет назад. Более 50 видеопроектов, 18 видеостен, около 140 различных мультимедийных поверхностей, 150 манекенов. Все в нем. Всего 7 вагонов, где каждый отдельный зал посвящен теме Великой Отечественной войны. Тематика каждого из вагонов отличается. Здесь все максимально близко к реальности. Декорация, аудио и видеосопровождение, стук колес, взрывы, крики людей, лай собак и даже запахи, которыми пропитаны вагоны. Музыка на фоне дополняет сюжет всех зон музея. У каждой фигуры свои прототипы. Их создавали по фотографиям из военных фотоальбомов. А вместо окон видео, переснятое по хронике военных лет. Ощущение, что за окном реальная картина. Первый вагон нашей экспозиции – это мирное время. Мы видим, как люди просто едут по своим делам. Это июнь 1941 года. В поезде довольно-таки много аллегорий, разных отсылок. Например, здесь мы видим с вами женщину в костюме узбечки. Это отсылка к многонациональности советской страны. Здесь мы видим напротив девушку-велосипедистку. Она совершает пробег Москва-Ленинград. В конце вагона мы видим ее велосипед. Следующая сюжетная линия. Это сталинские летчики, сталинский сокол их называли. Это пара молодоженов. Напротив них сидит мужчина, на нем форма Первой мировой войны, и он инвалид. Вот этих людей мы увидим с вами в последнем вагоне в Победе. И здесь мы видим с вами дедушку с внуком. Они едут на рыбалку. Здесь внук держит в руках удочку. В вагоне электричка на фронт. Внук будет держать в руках уже оружие. Второй вагон поезда – конец мирной жизни. Война коснулась всех, и взрослых, и детей. Уходили на фронт и совсем юные ребята, которые были вынуждены взять в руки оружие. А в этой фигуре женщины воплощен образ всех солдатских матерей, которые все годы войны провели в слезах в ожидании детей. А в следующей части вагона молодые люди едут на фронт. В санитарном вагоне показывают, как боролись за жизни людей медики. На каждую медсестру приходилось по 165 раненых. Они практически не спали каждое утро. Обход врача, назначение, перевязки, кормление, поддержание чистоты в вагоне. Потом писали письма под диктовку раненых, читали им вслух. 11 863 поезда было задействовано за годы войны в перевозках по эвакуации раненых. 5 миллионов человек – общее число вывезенных железнодорожным транспортом больных за всю войну. Здесь же воссоздана походно-полевая лаборатория микробиолога Зинаиды Ермолевой, которая разработала советский антибиотик и лекарства от холеры. Они спасли тысячи жизней в фронтовые годы. Все эти восковые фигуры, особенно кабинка с больницы, которая там была, где там люди были. А чем она тебе понравилась? Чем впечатлила она тебя? Потому что там помогали всем людям, которые там умирали или которые были ранены. Создатели здесь также отобразили гигантский порыв науки, случившийся в СССР в годы войны. Техника, оружие, средства связи, медицина. А в шестом штабном вагоне, как строились планы важнейших битв и сражений, которые во многом определили исход войны. Здесь изображен маршал Рокоссовский, получивший маршальскую звезду, а потом звание Героя Советского Союза за наступательную операцию «Багратион». А в этой части состава остро ощущается контраст между мирным, спокойным временем, которое было еще совсем недавно. Пожалуй, это один из самых сложных вагонов, это один из самых технически сложных вагонов. Здесь используется оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики. Мы видим с вами, что изображение с проекторов проецируется на сложные железнодорожные стены. Здесь используется очень много оригинальных вещей тех лет и создается иллюзия, имитация, что мы проходим с вами через сражение. Находимся с вами в окопах на Бородинском поле. В пятом вагоне расположилась банно-прачечная. Дезинфекционные поезда в годы войны были одним из средств соблюдения чистоты и гигиены. В таких вагонах находились душевые кабины, сушилки. Это была зачастую единственная возможность помыться для солдат в годы войны. Я еще нахожусь под впечатлением. На самом деле грандиозный проект, потому что здесь такая работа проведена. Вот знаете, этот проект, наверное, скорее всего, и имел цель погрузить в ту атмосферу. Такое впечатление, что ты вот так вот одним мигом оказался в то время, в том месте и проникаешься состраданием
проникаешься пониманием того горя, страдания, вот масштабы вот этой трагедии человеческой. На протяжении всего пути посетителей сопровождает аудиогид. В наушниках они слышат проникновенный голос Лидии, девушки, которая работала машинистом. Она делится своими воспоминаниями о довоенной весне, годах войны и победном мае. У Лидии есть реальный прототип – Елена Чухнюк. Она была старшим машинистом паровозной колонны, возила эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта. Невыносимо было все это видеть. Так что я все больше в окно глядеть старалась. А это самый страшный вагон поезда, в котором максимально постарались передать ужасы войны и преступлений Третьего рейха. Доступен он только для аудитории 12+. По понятным причинам здесь сцены жестокости, физического и психического насилия. В начале вагона два фашиста пытают советского офицера, взятого в плен в Брестской крепости. Связанный воин с кровью на лице, но не сломленный. По левой стороне вагона в первом окне гора обуви, снятой с погибших людей. Это был страшный символ концлагерей. В концентрационных лагерях, местах массового заточения и уничтожения людей, узников нацистских лагерей ожидали бесчеловечные эксперименты, пытки, голод, расстрелы, газовые камеры. Некоторые из гостей музея тяжело переносят увиденное. Одной женщине стало плохо. На этот случай здесь работает служба скорой помощи, которая оказала экстренную помощь. Все эти ужасы даже не укладываются в голове, делятся посетители. Война оставила не только шрамы на теле, но и глубокий след в душах людей. Док делать положение чечерер. Этим хам пешта. Это хам нем сейчас сам видно, поэтому вот пройти по вагону. Чуть-чуть док могул, шкал бар. Реалистично, да хам. Это мелхаяна хамда с примерно цитема и хамдас, баддейн дац. Дучером мам школы. Это док толы школы. Дигдат, хоздат. Реалистично, да. Поезд Победы – масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По России и Белоруссии он колесит с 2020-го. Посещение бесплатное. Регистрацию посетителей проходили за 3 дня до прибытия поезда Победы на одноименном сайте «Поезд Победы РФ». В течение 2 дней выставки здесь будут дежурить волонтеры, они же сопровождают гостей. Из-за особенностей экспозиции посещение организуется сеансами каждые 5 минут небольшими группами. Правило самое главное – это одно – не забирать домой экспонаты, не забирать их на сувениры. Поскольку у нас выставка иммерсивная, можно прикасаться к предметам, можно их брать в руки, можно с ними фотографироваться, но, пожалуйста, домой их не уносите. В поезде более 4000 единиц оригинального реквизита. Поезд технически очень сложно сделан, оригинальный свет, театральный звук, вибродинамики. На перроне железнодорожной станции также развернули выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Ее организаторы – работники поисково-спасательного отряда «Малгобек». В январе 1943 года под городом Нефтяника враг был остановлен. Там погибло более 120 тысяч бойцов Красной армии. Все представленные экспонаты найдены поисковиками «Малгобека». Когда ты находишь тот или иной, скажем, артефакт, и начинаешь его изучать, и прежде всего для нас дорог такие артефакты, личные вещи, например, да, по которым мы узнаем бойца. Да? Вот здесь, например, Столяров. Вот по ним мы узнаем, значит, кто он такой. Потом мы начинаем через архивные данные обода мемориал там, или судьба солдата искать бойца и потом выяснять судьбу. Они нам дорогие. Ну, если сказать вот про этот автомат, он один из первых был поднят. Мы его взяли из рук санитарки, скорее всего. Вот этот часы ее. В последнем сидячем вагоне повторяется интерьер 2-го вагона поезда. Но на календаре уже другая дата – весна 1945 года. Позади 1418 дней войны. За окнами ждут своих героев. А многие так и не вернулись с полей сражений. Выражения лиц у всех фигуры разные. Кто-то улыбается, радуясь, что наконец обрели мирную жизнь и вернутся к близким. В глазах других читается боль от осознания потерь. Пройдя все вагоны, еще лучше понимаешь, какой ценой далась победа и почему этот праздник называют со слезами на глазах. Для меня это действительно такая памятная акция в связи с тем, что мой отец, фронтовик, воевал, имеет боевые награды, дал геш Долцина. Вклад всех народов
Советского Союза был очень большой. Для подрастающего поколения такие акции нужны, чтобы они помнили историю нашей страны, историю своего народа, героизм, который проявили. 9 мая – это праздник всей страны, и очень интересно погрузиться снова в эти чувства, все вот это вот разглядывать, смотреть. Очень интересно, и много чего нового сейчас узнаем. Поезд Победы уже проехал через всю страну. Назрань стал 85-м городом, в котором остановился уникальный состав. Следующей остановкой музея на колесах с экспозициями о событиях Великой Отечественной войны станет Владикавказ. Диана Дударова, Мухаммад Белакиев, Асхаб Белакиев. Новости 24.